Природа Башкортостана уникальна. Здесь есть и горы, и степи, реки с озерами, хвойные и лиственные леса, тайга и болото. В небе властвуют соколы и орлы, поют песни соловьи. В лесах водятся олени, лоси, рыси и, конечно, медведи. А в древние времена у башкир были не только табуны лошадей, но и стада верблюдов. Но сегодня речь пойдет об уникальных для нашего края птицах, которые никогда не встречались у нас в диких условиях, о страусах. Их можно увидеть на специальной ферме в деревне Инзилга Гафурийского района. Идея организации страусиной фермы принадлежит Виталию Смирнову, выпускнику Московского психолого-социального университета, человеку интересному и неординарному. В декабре 2021 года их семейному крестьянско-фермерскому хозяйству «Великолепный страус» исполняется уже 8 лет. Благодаря энтузиазму Виталия Викторовича и его семьи сейчас на ферме живут несколько десятков этих птиц различных видов. Африканские страусы, американские нанду, австралийские эму. Кроме них, фермеры заботятся о целом зоопарке животных. Здесь можно любоваться верблюдами, тибетскими яками, моралами, оленями, ослами, лисами и енотами. Сложно перечислить всех, так как хозяевам фермы приносят раненых и покалеченных диких животных, которых здесь лечат и кормят. Сами страусы хорошо приспособлены к климатическим условиям нашего края и могут переносить даже очень холодные зимы. Они любят снег, которым они моются как песком. Опасен для них лед, на котором они могут подскользнуться и получить травму. У страусов на ферме есть место для выгула. Их кормят смесью из клевера, овса, пшеницы, кукурузы и ячменя. Все это растет у нас в Башкортостане. Зимой в рацион питания добавляют морковь, свеклу, капусту, яблоки и различные витамины с микроэлементами. Страусиное яйцо весит около 1,5 килограммов и может заменить 25 куриных яиц. Страусы активно размножаются, и на ферме есть собственный молодняк. Самцы заботятся о своих подругах и готовы защищать их в любое время. Молодые же особи любознательны. У них огромные красивые глаза, они с любопытством наблюдают за окружающими людьми. Самые крупные нелетающие птицы совершенно не боятся людей. Поэтому нужно быть осторожными, поскольку птица очень сильная и может нанести удар, сравнимый с ударом лошади. К счастью, таких случаев не было, но любоваться ими лучше на безопасном расстоянии. Птиц можно покормить специальным набором еды, морковкой и капустой. Для этого возьмите с собой обычную перчатку. Также предоставляют возможность сделать селфи со страусиным яйцом. При ферме работает кафе. Здесь продают натуральный крем, перья, фигурки страусов и другие сувениры. Посетив страусиную ферму, вы ощутите, насколько благодатна наша земля, на которой могут жить и такие диковинные животные.